Основной темой на традиционном планерном совещании по жилищно-коммунальному хозяйству окружной администрации стало санитарное состояние города. У нас вопрос был по свалке по Хотнорадскому шоссе 4 километра. Это Гагаринский округ, да? Какая работа сейчас проведена? Все убрали. Все убрали? Все убрали. И экосистема тоже, силами дворников. Представители управ округов и пригорода, а также ресурсоснабжающие организации выступили с отчетами о проделанной работе. Так, дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме по уборке дорог и тротуаров от снега. У нас сейчас ведется работа по формированию реестра мест накопления твердых коммунальных отходов совместно с Роспотребнадзором, с управлением архитектуры, управами, силами управ. Сроки проверки определены у нас до 1 ноября. У нас все идет в плановом режиме, определяются свалки, места накопления твердых коммунальных отходов на предмет соответствия требований санитарных и гигиенических требований. К сожалению, некоторые места они у нас браковываются. Вместе с тем нужно отметить, что это целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки. Мы действуем и работаем в интересах жителей города Якутска. Также совместно с ресурсоснабжающими организациями сегодня мы обсудили общие вопросы касаемо ремонта сетей теплоизоляции. Работа ведется в плановом режиме. Вместе с тем имеются отдельные нарушения, на которые точно мы, коллеги из управ, обращают внимание. На основании этого мы направляем соответствующие запросы в ресурсные организации. Это Муфтеплоэнергия наша, ЕТЭЦ. В принципе, вопросы у нас отрабатываются оперативно. По итогам заседания заместитель главы города Роман Сорокин дал ряд протокольных поручений руководителям управ, представителям предприятий и управляющих компаний, которые должны быть выполнены в ближайшее время. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. На прошлой неделе состоялся парламентский час Государственного собрания Республики Саха-Якутия и УТМ по вопросам дефицита пропускной способности газораспределительных сетей. На этой неделе, буквально завтра, ожидаем совещания с участием городских депутатов ЛТМ по этой же тематике, с участием Сахатранснефтегаз. Также на этой неделе мы планируем завершить все мероприятия по получению паспорта готовности. Завтра планируем встретиться в Ростехнадзор, соответственно, сообщить о проделанных работах и, соответственно, уже подвести итоги. Также на этой неделе планируется завершение работ по передаче земельных участков в МИЗО под строительство нового полигона. У меня все. Как показывает многолетняя практика, средняя годовая температура, она вообще выдерживается примерно всегда одна и та же. И предполагаю, что морозы могут нагрянуть резко и могут быть довольно сильными, поскольку все равно природа берет свое. В этой связи вызывает у меня обеспокоенность состояние наших теплотрасс, потому что буквально до вчерашнего дня я проезжаю, смотрю, только-только утепляются. Поэтому просьба главам управ пригородных администраций, посмотрите, обратитесь к общественности. Вы видите, что горожане очень хорошо откликаются, и, в принципе, они всегда сигнализируют, когда просишь их сообщить о том или ином. Повторюсь еще раз, на самом деле беспрецедентное внимание всего города к строительству дорог. Мы и с Валерием Афанасьевичем это отмечаем, и с Евгением Николаевичем о том, что сообщения граждан, они для нас большое подспорье и большая помощь. Поэтому следующая задача наша всего города – проинвентаризировать всем вместе состояние теплотрасс. Не везде они утеплены, есть какие-то колена, которые оставлены, даже в центре города это встречается. Поэтому просьба на это обратить внимание. Оперативная установка удовлетворительная. За прошедшую неделю вывезли 14 тысяч кубов твердокоммунальных отходов. Продолжается работа в округах, с Гагаринским и автодорожным округом. С 1 ноября будем вводить позвонковую систему. На прошедшей неделе установили 8-кубовый бункер на Сергеляцком шоссе на остановке Пески. В настоящее время участвуем в заседаниях профильного министерства по изменению в территориальную схему обращения с ТКО. На прошлой неделе также приняли участие в общественном совете Республики Саха-Якутия по
реализации федерального закона 89 об обращении с твердыми коммунальными отходами. В эти дни проходит акция окружной администрации города Якутска по санитарному оздоровлению городских лесов. Ответственным организатором выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики окружной администрации. Партнерами акции стали компания «Лесотехника», импортер марки «Штиль» и Якутская государственная сельхозакадемия. Санитарные рубки проводят с целью оздоровления леса, улучшения его состояния, своевременного изъятия и использования поврежденной древесины. В рамках года добрососедства блоком жилищно-коммунального хозяйства и энергетики окружной администрации города Якутска в целях ухода за лесными насаждениями было принято решение о проведении акции «Лес. Жизнь» в период с 29 по 31 октября, в рамках которой мы планируем санитарную очистку лесного массива от сухостойных деревьев. Надеемся, что данная акция будет ежегодно, да? Также выражаем благодарность Якутской государственной сельскохозяйственной академии за то, что они отозвались на наш призыв. Наряду с сотрудниками окружной администрации основной рабочей силой стали студенты факультета лесного комплекса и землеустройства Якутской сельхозакадемии. Каждый день в акции принимают участие по 30 студентов учебного заведения. В Якутской сельскохозяйственной академии на факультете лесного комплекса и землеустройства мы готовим два направления лесников. Это лесное дело и технология лесозаготовительного производства. И один из основных инструментов – это бензиномоторные пилы. И с точки зрения подготовки, практика, владение инструментом – это очень важно и для лесного дела, и для лесозаготовок. У нас много компаний-партнеров. Одна из основных компаний – «Штиль», которая предоставила нам класс ручного инструмента. И ежегодно, это уже традиционный мастер-класс. Так совпало, что в этом году нужно было провести санитарную рубку в Якутске. И мы, конечно, с большим удовольствием пошли навстречу. Заготовки дров будут доставлены малоимущим гражданам, живущим в частных домах с печным отоплением, силами сотрудников Якутдорстрой. Татьяна Павлова, Константин Корякин, Якутск ТВ.